Бүгін біз кейбір қатысушыларымыздың өз ауыздарынан шыққан хикаяларымен бөліскіміз келеді. Жігіттер бұл шығарылымның бір бөлігін өздері түсірді. Есімім Бектемісов Жақсылық болады. Алматы қаласынан болам. Қазір өзімді жақсы сезінем. Өмірім бұлай жақсы өзгерді деп айтсам болады. Базаға келгелі бері. Өйткені бұл жақта тренировка, дисциплина бәрі жақсы. Қатты сағынам анамды, қарындасымды, інімді, ағамды. Мен 5-ші сыныпта оқып жүрдім. Сол кезде дос балалар футболға барып жүрді. Ол кезде дворда ойнап жүргенбіз. Сосын мектепте футбол жарыстары басталды. Сосын дос балам тартты мен. Сосын бірінші ағайым, тренерім Мұрат ағай болды. Футзалда 2 жыл ойнадым. Сосын большой футболға көштім. КШМ деген сол жақта ойнадым. Ешқандай қиыншылық көріп жатқан жоқпын қазіргі базада. Бәрі жақсы. Тренировка бәрі жақсы, питание. Осы проекттің арқасында Алла қаласа жақсы бір клубқа контракт жасасам деймін. Тренерлердің көзінен жақсы көрініп, жақсы жұмыс істеп, қолымнан келмесе егер тоқтамаймын бұдан. Ары қарай жұмыс істей беремін, рахат етемін, тоқтамаймын. Кумирім Роналду болды. Оның дисциплинасы, тренировка жасағаны, ойыны бәрі ұнайды. Сол сияқты болғым келеді. Қазақстанда Қайрат деген клубта ойнағым келеді. Бала кезде. Вот это Джакс, он играет за футбольный клуб Супербол. Джакс хочет стать великим футболистом. Она у тебя была? Да? У игрока будет большая игровая практика. Если он там еще и заиграет, он может перейти в любой другой чемпионат уровня выше. Вот, мы тоже об этом и думали, из-за этого мы хотим переехать. Қандай команда болып кетесің, Джакс? Команда ма? 2 команда ғой. Қайрат және Реал Мадрид. Арман ғой бала кезде. Қайратты армандадың ба не? Емеу. Қайратты енді осы келе армандадым. Ал кішкентай кезден бері Емеу және Реал Мадрид. Өте қауіпті. Біреуді алда жатып аяқ кіріп кетсе құлайсың. Қалып аласың, галик Кетеді. Я Хасенов Руслан Александрович, с Маңғыстауской области, города Ақтау. Месяц назад я не верил, что смогу попасть в такой проект, где мечтают побывать многие игроки КПЛ на базе казахстанского футбола. Как эйфория, можно сейчас сказать. Вот такое ощущение у меня сейчас. Первые 2 дня было сложно познакомиться со всеми, не находили общий язык. Пока телефонов не забрали, конечно же. Мы, как телефон забрали, уже все начали с друг другом знакомиться. Игры, Уно, Мафия. Стали ближе уже знакомиться. И со временем тренировки начались. Это очень приятная усталость. У нас, когда я в дубле был, даже таких тренировок не было. По физнагрузке, по всему. Тренировки в основном, а так все с легкостью приходится. Со временем все будет, потому что таких нагрузок не было. Со временем все придет, я думаю. С 5 лет я занимался до 10 карате. Потом в школе начались турниры по футболу. И меня все больше завлекал футбол. В 10 лет я пошел в футбольный клуб «Каспий». У меня друг был, одноклассник. Он сказал: не хочешь ли ты себя попробовать в футболе? Я сказал: да, конечно же. И вот с 10 лет до 18 лет я играл в футбольном клубе «Каспий». Потом меня дважды звали на просмотр в дубль. 2 раза, к сожалению, меня не взяли. Скучаю, мама одна. Сложно было оставить ее и уехать. Она без работы просто.
На данный момент она одна дома, скучаю очень сильно. Хотелось бы попасть в команду какую-нибудь профессиональную, чтобы не работать, кем я работаю сейчас, с ремонтами, все дела. Охота зарабатывать на своем хобби, на своем любимом деле. Конечно же, обеспечивать свою же маму, чтобы она ни в чем не нуждалась. В основном цель моя сейчас тренироваться и получить профессиональный контракт. Если не получится, не буду унывать, буду работать над собой. И мне сказали, что в этом году у тебя еще один шанс будет попасть в дубль в Каспий нашего города. Я буду работать, стараться стать лучше и уже попасть на 3-й раз в Каспий. Конечно же, за Ахтау. Свой любимый город, где я родился, где я рос, где тренера всем мне знакомы. Охота играть за Каспий. Мой кумир, конечно же, Хави. Охота такого же стиля игры в себе показывать. Футбол можно для меня сказать жизнь. В детстве, когда я только начинал заниматься футболом, в меня никто не верил, ни родные, никто. Верил только мой отец. Он говорил, не трогайте его, пусть ходит. Все будет хорошо у него, он чего-то добьется. Никто не ездил на игры, только ездил отец. Он все время говорил, в нем есть что-то. Вот футболом охота заниматься. В 2017 году вдруг у папы появился кашель. К врачу на обследование пошли. Врач сказал что это сердечный. Папа раньше болел сердечными заболеваниями. Там сказали что надо делать операцию на сердце. Сделали операцию на сердце. Вроде все начинало лучше становиться, но в итоге еще хуже. Начался кашель, харкаться кровью начал. Потом уже вес начал сбрасывать. Потом мы поняли что что-то тут не так. Маму позвали, сказали что у нее рак легких и метастазы в голове уже. Что от легких метастазы пошли в голову. Если операцию сделают, то он же умрет на столе. Или химиотерапию если сделают, то он не выдержит, потому что это предпоследняя стадия была. И сказали выбирать самим, если вы хотите, то ему осталось буквально еще месяц жить, буквально. Или же рискнуть. Но мама не стала рисковать, сказала что нет, не надо. Приехали в Ахтау, и со временем папа уже не вставал с кровати, лежал на кровати все время. 7 декабря встал на удивление, походил со мной по улице. Потом пришли домой, папа сказал, ты теперь будешь маминой опорой. Что он чувствует что в ближайшие дни сказал что он что его не станет. Я его поддержал, сказал, пап, все будет хорошо, не волнуйся, мы еще с тобой во многие города съездим. Но папа сказал что нет, я уже чувствую. Всю ночь я не спал с папой. Папа разговаривал со мной о том, о сём, как быть, как маму обеспечивать. Вот так 7 декабря 2017 года не стало с нами отца. Руслан Хасенов, да? Запомните мое имя, вот так. Жобаға қатысып жатқандардың әрқайсысының өз хикаясы және тағдыры бар. Супербол жобасы олардың өмірін толықтай өзгерте алмайды.
бірақ сондай мүмкіндікті береді. Қазақстанның әртүрлі қалалары мен ауылдарынан келген қарапайым жігіттер жобаға өз армандарын орындау үшін келді.